Уважаемые жители и гости Сунтарского района, меня зовут старший лейтенант полиции Сарафанов Иван Николаевич, старший инспектор дорожно-патрульной службы. Хочу немножко рассказать о данном транспортном средстве. Это мотоцикл. Скутер, квадроцикл. Какие категории при управлении мотоциклом, квадроциклом и мопедом категории нужны, чтобы управлять данным транспортным средством? До 50 кубов это категория М, то есть 16 лет. Данную категорию можно сдать. С категории А и А1, там уже от А до А1 125 кубов, и свыше уже категория А. Зачастую у нас, я расскажу то, что в Сунтаре, в Сунтарском районе, родители приобретают для своих детей несовершеннолетних мотоциклы. Это бывает и скутера категории М, мотоциклы свыше превышения кубов 125. Это большие мотоциклы, там в основном японские сейчас берут, японские, и так далее. И без документов кто-то покупает, получается. И хочу вам сказать то, что если у ребенка нету соответствующей категории, вам лучше нужно ограничиться этим. Потому что зачастую в Республике Саха-Якутия, в Сунтарском районе, большинство детей привлекаются к данной административной ответственности. Это по статье 12.7, это 16 лет, если несовершеннолетний попался под управлением мототранспортного средства, мотоциклом, он привлекается к административной ответственности по 12.7 части 1. Штраф 5000, от 5 до 15. Получается статья 5.35, это привлечение уже родителя и за передачу транспортного средства по 12.7 части 3. Там уже на родителя будет штраф 30 тысяч. Это опять же тоже хочу сказать, что не только на родителя, допустим, даже вы, будучи, имеете права и передали транспортное средство несовершеннолетнему, либо не имея права управления транспортным средством, в данном случае мотоциклом, либо мопедом, либо скутером, вы можете тоже привлечься к административной ответственности за передачу транспортного средства. И еще такой момент, даже если у данного гражданина имеется водительское удостоверение категории А, А1, либо М, мототранспортные средства не регистрируют, без регистрации ездят, без регистрации, без мотошлемов. Мотошлем обязательно, потому что это ваша безопасность. И специальные защитные эти наколенники, и там кто-то перчатки, приобретает перчатки такие специальные для вашей безопасности в случае, допустим, падения, чтобы вас защитить, ваше тело и вашу голову. Далее. Управляя без страховки, опять же, даже если имеется, допустим, мотошлем у водителя, участника дорожного движения, но у пассажира нету, не имеет. Это тоже уже идет статья 12.29 части 1. Там предупреждение либо 500 и налаживается на водителя. 12.6, то есть управлял транспортным средством при движении пассажир без мотошлема. Далее. Соблюдение скоростного режима в темное время суток, ближний свет фар, задние габариты, стоп-сигнал. В основном превышение скорости.
И еще такой момент, зачастую, да, вот в летний период родители разрешают детям кататься на дороге общего пользования. Это бывают какие это дороги у нас: региональные, муниципальные и федеральная трасса. Вот, федеральная трасса. Так, в темное время суток собираются мотоциклы, начинают кататься, да, в темное вечернее время суток. Скоростной режим не соблюдают, ну и много очень зачастились то, что правила дорожного движения не соблюдают. Как бы я хотел бы вот населению, да, Сунтарского района, ну, чтобы грубых нарушений не было в нашем поселке. Потому что в республике очень идет большой рост ДТП со смертельным исходом, то, что с летальным исходом. Там вот у нас в Нюрбинском районе, да, вот все слышали, как бы, да, было ДТП, мотоциклы, ну и люди там скончались, как бы, да, на месте. Вот, и как бы хотелось бы до вас донести, чтобы, ну, таких моментов не было. Поселок маленький, все знают. Даже смотрите, если вы будете, у вас сотрудники, инспектора, да, сотрудники полиции, инспектора ДПС останавливают, ну, остановитесь. Есть нарушение, ну, остановитесь, скажите, да, вот выехал покататься. Ну, будет соответствующий материал, мотоцикл на штрафстоянку. Документы, если есть у вас, предоставите, ну и заберете. Если нет документов, то без документов стараться мототранспортные средства не брать. Ну, любое транспортное средство лучше не берите, потому что в случае, допустим, если вы сотрудник полиции, вас остановит инспектор ДПС, и у вас не будет документов на право управления и вообще документов на транспортное средство, данное транспортное средство будет водворено на специализированную стоянку, ну и больше его вы как бы, ну, не сможете вытащить оттуда, как бы мертвым грузом останется. Вот. Хочу сказать, соблюдайте правила дорожного движения, уважайте на дороге друг друга, скоростной режим соблюдайте. Родителям хочу пожелать, чтобы, ну, ограничиться от покупки данного транспортного средства, так как это, ну, повышенной опасности. Так, а по поводу квадроциклов хочу рассказать. Сейчас большинство сейчас уже приобретают квадроциклы разной степени мощности. Так, ну, смотрите, опять же, есть квадроциклы, которые не имеют документов. Это такие мотоциклы, которые, ну, как сказать, спорт-инвентарь называют его еще. Это как питбайки тоже есть такие. Питбайки и квадроциклы, да, есть, которые являются спорт-инвентарем. Они не предназначены для муниципальных дорог, для дороги местного значения, для федеральной трассы. Они предназначены чисто для леса, для полей, ну, таких, это как спорт этот, ну, ограниченная территория, которую вы можете управлять. Вот, а на дороге общего пользования вы уже, ну, это транспортное средство не должно ездить. Квадроциклы там соответствующие с категориями. Там есть категории, ну, есть квадроциклы, которые могут регистрироваться в ГАИ, а есть квадроциклы, которые могут регистрироваться в Гостехнадзоре. Это категория А, там А1. А1 это в Гостехнадзоре там регистрируется, там определенно тоже есть какие-то, ну, есть такие рамки. Вот, потому что квадроциклы бывают некоторые с повторителями, с поворотами. Есть данные квадроциклы, которые, ну, отсутствуют. Вот. В квадроциклах тоже, опять же, средства защиты — это мотошлем обязательно, как и водителю, как и пассажиру. Вот. И есть квадроциклы, которые еще управляет только один человек, ну, без пассажира. Настоятельно, да, в летний период прошу вас соблюдать
правил дорожного движения. Начинается сезон уже сенокоса, так что будьте внимательнее. Состояние алкогольного опьянения при управлении мототранспортным средством ездить, потому что это бывает чревато. Состояние алкогольного опьянения на мотоцикле, на квадроцикле будет, если у вас имеется водительское удостоверение, в соответствующей категории будет составлен административный материал по статье 12.8. Если нет права управления, то по 12.8 части 3. Данное транспортное средство будет водворено на специализированную стоянку. Так, далее будет составлен административный материал, и материал будет направлен в мировой суд для дальнейшего решения. То есть вам может грозить лишение права управления до 1,5 года с штрафом 30 тысяч без скидки. Либо, если не имеете права управления, будет арест до 15 суток. Повторное привлечение к административной ответственности будет предусматриваться статья 264 прим. 1. Это уже уголовное дело. Так что, прежде чем садиться за транспортное средство, вне зависимости мотоцикл, квадроцикл, трактор, грузовая автомашина, легковая автомашина, лучше несколько раз подумать, чем сесть и на себя наложить такие статьи. Насчет детей. Я вам тоже, опять же, 16 лет можете сдать категорию А, категорию А1. 16 лет, хотел бы сказать. До 16, квадроциклы, мотоциклы, законом не установлено. 16 лет. То есть отучились, есть специальные учебные заведения. У нас в Сунтарском районе имеется, учат категорию А и А1. Там обучаетесь, проходите медицинскую справку, далее сдаете у нас теорию вождения. Если все сдали, благополучно получаете водительское удостоверение, ставите транспортное средство на учет, как ранее говорил, либо в технадзоре, гостехнадзоре, либо у нас в ГАИ, в РЭО, регистрационное действие, чтобы сделать так. Ставите на учет, страхуете данное транспортное средство и можете уже, соблюдая правила дорожного движения, можете управлять данными транспортными средствами. А так будет предусматриваться статья, как я ранее говорил, уже, то есть это будет идти по цепочке. То есть несовершеннолетние остановили инспектора, отстранили от управления транспортного средства, вызвали родителя. При родителе будет составлен, при родителе либо опекуне составлен рапорт, будет взято объяснительное, отстранение, и на родителя будет составлен, до 16 лет будет составлен административный материал за передачу транспортного средства, там будет 30 тысяч штраф, и будет написан рапорт по делам несовершеннолетних 5.35, там тоже будет составлен административный материал. Далее транспортное средство будет на специализированную стоянку направлено. Все, спасибо большое за внимание. Надеюсь, вы меня услышали. Всего доброго.